В информационном центре, куда стекается вся документация с участка. Уже появились первые бюллетени, идет подсчет. Принимаются документы. Проверяется документация. Заявление, которое подано в папку сразу ложим и все. Да. Это так вы им возвращаете только тогда, когда они вам принесли протокол, вкладываете второй протокол, это так, второй акт им в руки, и они домой идут. Да, так, а это себе уже можно положить. Сейчас протокол и еще исходные данные, либо они либовские. На сдачу есть комиссия? Да, есть. Это им отдадим, да? Первый. Поздравляем, мы не обладали. Вот деньги, они конфеты, вот деньги, они конфеты. А что означает первые? Не подскажете? Первые, это мы первые 118 участников. Которые что сделали? Дали. Протокол передаете девушкам. Там, по-моему, Карина носит Таиф, а Марина, вот, Марина носит, а наоборот. Практически тяжелая работа завершена, поэтому сейчас вот заносятся статистические данные. Пятое. Вот видите, 34. 34. Шестая. 308. вот смотрите, какие данные сейчас заносятся. 34. 34. Восьмое. 1058. Число избирателей. 9. 5. Ученых. Девятое. 5. 5. 5. Десятое. 1087. 87. 10, 87. 10 0. 11 0. 12 3. Исходная таблица. 3. Подожди. Все, пошли по избирателям. Да. Побольше 3. 385. 608, 55, 28, 215. Время сдачи. Сколько времени сейчас? 9:30. Так, сегодня дата 18 марта. Вот, смотрите, уже есть первые такие на первом участке. 21. Пиши 21. 35. И как мы видим, на первом сдавшемся участке лидирует Быстренько. Илья Владимир Владимирович. Все. Так, Люна. Идут последние подписи. Мы постараемся взять комментарий у первого участка. Мы сейчас в прямом эфире. Не подскажете нам, что значит для вас первый все-таки? Я понимаю. И какой это участок, где он находится? Вообще, это наши последние выборы. За 22 года мы проработали. Это вот И мы все с вы честью троем, да? хотим закончить первыми. Мы заканчиваем 22-летний наш А вот этот марафон. участок где находится? Это были последние наши выборы, поэтому мы хотели быть первыми. У нас так и получилось. Спасибо за работу, Девушки, где находится ваш участок, чтобы мы знали? 14-я школа. Города Якутска сдалась первым. Я еще раз покажу результаты данного участка, чтобы вы понимали. Вот смотрим. Вот идут уже более детальные уже
Результаты голосования. Сейчас заполняется определенные последние. Так. Если 14 школа, мы посмотрим более детально, если первый участок. Владимир Владимирович Путин первый, второй. Вот смотрите, какие протоколы, они со всеми печатями и подписями. То есть здесь, как многие думают, что можно что-то подделать, думаю, что это очень сложно. Тем более, это, я так понимаю, результаты КАИБа. Это не КАИБы. Это КАИБ. Машину сложно обмануть. Это не КАИБ. Не КАИБ, это они вручную делали, да? Да. Так, ну, нас интересуют результаты. Если они сдались, это действительно сложный процесс. Смотрим. По результатам, если первых у нас первый по числу голосовавших, значит, Владимир Владимирович Путин, второй Грудинин Павел Николаевич. Так, ищем третьего. Третий у нас Жириновский Владимир. Это у нас 14-я школа города Якутска. Этот участок. Смотрим. Люди сдаются. Спасибо за работу, до свидания. Вот. Молодые люди, можно вас? Это вот что вы сейчас сделали, что вы так отпраздновали? Мы сдались в числе первых. Это какой участок, ты откуда и что знаешь? 794 участок, приехали с порта. Ага. И у вас КАИБы или... Нет, у нас ручная. Объясните нашим людям, вот кто сейчас смотрит, да что такое ручная? Что это означает? Это КАИП, это комплекс обработки избирательных бюллетеней автоматом. А ручная, это ручная, как говорится, все вручную переделаем. Из этого у нас идет, как говорится, все-таки небольшая борьба между собой. Нынче мы взяли второе место. С чем мы себя поздравляем. Это между собой, между участками? Конечно, это все равно. Есть такая борьба, все равно, спортивный интерес, как называется. Всем Хорошо. удачи. Спасибо. Всем счастливо, всем удачи! Вот еще. Так, ну, по участкам, если возьмем, которые, так, участок номер 119, о котором говорили. Так, смотрим. Так, опять Путин Владимир Владимирович, первый. Так, Владимир Павел Николаевич, получается, нет, да, второй. И Жириновский Владимир Борисович третий. Это пока вот с двух участков данные, которые пришли по городу Якутску. Это старая порта. Первые 4 участка, 5 Поддерживает народ кандидатов, да? Поддерживает. А можно пояснить, вот все радуются, вот чему я вот не понимаю, вроде бы это есть какая-то... Прошлые выборы у нас был поставлен рекорд. Мы закончили прием документов в 2 часа ночи. Нынче мы объявили призы для тех, кто привезет первые ручные и кто первый привезет КАИП. И они нынче приехали одновременно. Представляете, да. Участковая комиссия. Мы их поблагодарили, в ладоши похлопали. И поэтому
У председателей есть, я считаю, стимул. Они стремятся, между собой соревнуются. Но вот слово «соревнуются» некоторых избирателей напрягает, да? Может быть, это профессиональная какая-то вещь, то есть сделать свою работу лучше или же что-то другое? Да, и работа отточилась. Люди сдают документы именно так, как написано, и исключений практически не бывает. Ну, там буквально человеческий фактор. И вот на сегодня я смотрю по результату. Значит, мы еще раз определимся. Была 14-я школа, это Каибы, да? Да. Каибы. И аэропорт это ручная, да? Нет, ручная пальму первенства у нас держит традиционно ДК Кулаковского. Да, они молодцы. И вот сейчас те, которые КАИБ впервые сдали, объявили дембельский аккорд, это был их, и они уходят на пенсию, на почетную. Поэтому так. А и хотелось бы узнать, в чем сложность вот подсчета голосов, вот то, что от чего они такие радостные? Количество документов достаточно большое. Все действия участковых комиссий серьезно зарегламентированы. И согласно регламентов есть тоже документооборот обязательных сдачи. И участковые комиссии настолько овладели своим мастерством, что эта процедура свелась к минимальному риску. И вот можно уже первые результаты, я смотрю у нас, я Да. правильно понимаю, что Владимир Владимирович Путин, Владимир Владимирович Путин явно лидирует. второй у нас Грудинин Павел Николаевич, и удивление, а может не удивление, может наоборот, Жириновский Владимир Вольфович, да. И главное, на 2 участках там достаточно большой разброс, я имею в виду то, что я показывал, аэропорт и 14-я школа, в принципе, можно сказать, что практически они, как по результатам, они практически одинаковые, да? Давайте подождем еще, чтобы было процентов 15-20 УИКов сдались, и тогда у нас точно появятся примерно средние цифры. Предлагаю поступить так. Так, дорогие друзья, я ухожу, и когда 15-20, я выйду в эфир. До свидания.